Почти шекспировское «пить или не пить» на свадьбе мучает многих людей, а особенно жениха и невесту. Вроде бы большой праздник. Хочется со всеми поделиться радостью, никого не обидеть, выпить. С другой стороны, как сохранить самообладание и силы для первой брачной ночи? На ней же тоже надо быть в форме, чтобы пальцы купюры быстро перелистывали. Слишком много требований для одного дня. Не переживайте, я помогу вам принять правильное решение. Вы на канале Никита Фомин, я ивент-режиссер, ведущий. Погнали посмотрим, как можно сделать свадьбу лучшим днем в вашей жизни. Тема: стоит ли молодым выпивать на свадьбе? Вопрос о том, стоит ли молодым употреблять алкоголь или нет, довольно личный и зависит от множества факторов. Нет однозначного «да» или «нет», но я могу предложить несколько аргументов «за» и «против», а также несколько советов, чтобы помочь принять взвешенное решение. Давайте разбираться. Аргументы за употребление алкоголя на свадьбе. Первое. Традиция. Во многих культурах алкоголь является частью свадебных торжеств. Поднять бокал за счастье молодых – распространенный жест. Многие из присутствующих могут обидеться, если вы не разделите с ними момент счастья, если не будете чокаться и выпивать вместе с гостями. Второе. Алкоголь поможет снять напряжение. Свадьба – очень волнительный день. Небольшое количество алкоголя может помочь расслабиться и насладиться моментом. Уйдет чрезмерная тревога. А понравится ли музыка диджея троюродной бабушки моего двоюродного дяди? Вы будете ощущать себя увереннее, находиться в состоянии здесь и сейчас. Третье. Создание атмосферы. Алкоголь может способствовать более непринужденной и веселой атмосфере, особенно если гости тоже выпивают. В общении на свадьбе будет больше шуток, больше непосредственности, больше живых и ярких моментов. Если честно, для многих праздника без алкоголя вообще не существует. В их понимании свадьба без спиртного как церемония без колец. Дело в том, что люди достаточно традиционные. И далеко не многие любят, когда на привычных событиях что-то идет по-иному. Хуже всего безалкогольный режим свадьбы воспримет дядя Паша из Челябинска. Он будет плакать еще до первого танца жениха и невесты. Аргументы против употребления алкоголя на свадьбе. Первое. Риск потерять контроль. Любой сильный импульс из внешней среды воспринимается организмом как стресс. Нервной системе не важно, какое событие произошло, позитивное или негативное, в любом случае это стресс. Поэтому сама свадьба и значительная подготовка к ней однозначно оказывают на организм сильное воздействие. А тут еще и алкоголь. Такая чрезмерная нагрузка на психику может привести к неловким ситуациям, ссорам или даже неприятным последствиям, о которых можно пожалеть. Зачем вам эти риски? К тому же впереди вас ждет медовый месяц, там и наверстаете. Второе. Необходимость быть в форме. Молодые в центре внимания на свадьбе. Они должны быть энергичными, приветливыми, хорошо выглядеть на фотографиях и видео. Алкоголь может повлиять на внешний вид и самочувствие. Грань ведь очень тонкая. Сначала все идет хорошо, все веселятся, танцуют, и оп, кто-то случайно задевает вас плечом, но вы не можете оставить ситуацию без разбора. Дорогущая площадка с красивым декором мгновенно превращается в бар от заката до рассвета. Меня вместо утвержденной программы будете просить провести ужасный конкурс «Карандаш в бутылку». Вот такой трэш-контент получится. На утро сильно пожалеете, а уже ничего не изменить. Оно вам надо? Третье. Забота о гостях. Молодые, как хозяева праздника, должны следить за тем, чтобы гостям было комфортно и весело. Слишком большое количество выпитого может отвлечь от этой задачи. Они могут отстраниться от своих светских обязанностей и уйти в междусобойчик, что противоречит этикету массового торжества. Гости могут обидеться. Вы же помните, какой ранимый дядя Паша из Челябинска. Четвертое. Личные убеждения. Молодые могут вообще не употреблять алкоголь по религиозным, медицинским или иным личным причинам. Сейчас многие умеют веселиться в трезвости и не готовы отступать от своих принципов. Логично, что после моих доводов вы спросите: Никита, ну и что же нам в итоге делать? Пить, следуя традициям, чтобы снять напряжение и создать праздничную атмосферу, или не пить, чтобы не потерять контроль, быть в форме, заботиться о гостях и следовать своим убеждениям?
Пить или не пить, решать, конечно же, вам, но я, как человек с большим опытом проведения свадеб, могу лишь порекомендовать вам оставить опьянение на откуп гостям, а самим выпить только во время тостов и с установленным лимитом в 1 бутылку вина на двоих. Тут и вы будете в приподнятом настроении и с достаточным уровнем контроля, и дядя Паша не будет чувствовать себя белой вороной. Рубрика «Как было у нас». Я задал вопрос, стоит ли молодым выпивать на свадьбе уже окольцованным людям со всех уголков России. И получил на свой вопрос ответы. Давайте ознакомимся с самыми интересными вариантами. Вероника, 26. Пила шампанское и при подготовке, и при прическе, и при мейкапе. Потом на выкупе, в ЗАГСе, на катаниях и на банкете. При этом была самая трезвая. Наверное, нервы не дали напиться. Ну или, может быть, опыт. Стоит ли молодым выпивать на свадьбе? Ирина, 35. Я водку пила с соком. От легких напитков голова кружится, а минералку западло на празднике пить. На фоне дяди Димы и свекра, ну прям как стеклышко была. Про фон мужа вообще молчу. Стоит ли молодым выпивать на свадьбе? Ангелина, 48. Мы с мужем на свадьбе не пили, только бокал шампанского после ЗАГСа. Все прошло замечательно, лучше не пейте, а то косыми на фотографиях выйдете. А я и не ожидал другого ответа от человека с ангельским именем Ангелина. Кстати, ее муж тоже не пил. Может быть, его Адам зовут? Ребят, вы тоже пишите свои комменты, стоит ли молодым выпивать на свадьбе. Пишите сюда, пишите в телегу, давайте разбираться вместе. Мне очень важно ваше мнение. Напоследок хочу напомнить, что самое главное во всей идее свадьбы – это ваша любовь и совместное будущее. До встречи!